новогодняя атмосфера во всех театрах одинакова. Она, так сказать, приподнята праздничная и немножко нервозная, потому что, как всегда, какие-то вещи, наверное, не успеваются делать, какие-то делаются, и цеха работают, значит, в полную силу, конечно, и артисты репетируют спектакль. Перед спектаклем дети придут сначала к нам на елку, вокруг елки будет театрализованное представление, а после уже пройдут в зал смотреть спектакль. Я когда вижу вот этих оживающих куколок, это какое-то отдельное чудо. Может быть, я в детстве не наигралась, не знаю. Мне хочется сразу всех этих снежинок удочерять и усыновлять. Если актеры драматических театров, они все-таки очень телесные, да? Это все-таки мясо, это кость, это что-то тяжелое, это трудно оторвать и с этим левитировать. А здесь мы можем заниматься сказкой, фантастикой, чем угодно совершенно. У них могут отделяться руки, ноги, головы. Это может летать, это может становиться плоским. Здесь и живой план, и куклы, и разные форматы кукол. Также было приобретено еще несколько таких вот, скажем, креативных технических таких приспособлений. Называется светопись, когда вот в темноте возникают узоры. В общем, максимально на что хватило фантазии. Здесь вот в этом спектакле воплощаются все наши идеи, которые мы хотели, чтобы были вот именно в формате театра кукол, театра чудес. Чтобы новогодний спектакль, он был зимним, интересным, насыщенным. Ну, вообще новогодний спектакль, он, конечно, делается, особенно мастерская Деда Мороза, на большой скорости. За месяц мы должны создать такую сказку, волшебство. Ну и сейчас все находимся в таком приподнятом настроении. Но мечтали поставить пьесу какую-нибудь Владимира Аношкина. И вот режиссер заказал ему, специально для нашего театра была написана эта пьеса. «История одной снежинки». Ну, пьеса великолепная, тут уже просто я как бы ее иллюстрировала. Драматургия, когда хорошая, легко работать над спектаклем. Просто сейчас в процессе вот идет актер еще что-то свое добавляет, хореограф. Новый год – это всегда работа у всех театров напряженная, да? Но вот здесь мне нравится Новый год. Потому что здесь, правда, можно делать сказку. Здесь нет такого, что люди приходят и говорят, ну, так не бывает. Давай немножко приземляйся. Здесь никто не приземляет. Здесь говорят так, у нас есть вот такой кусок ткани, говорят они, давайте пробовать. И это здорово. Новые дети, которые приходят, которые еще не видели театр кукол, для них это в любом случае в новинку. Вот. Те, кто уже был у нас в театре, ну, мы стараемся каким-то образом, так сказать, вот из своих спектаклей более интересные делать для уже более взрослого зрителя, так сказать, подросшего. Вот, какие-то современные эффекты вносить. И эти эффекты будут в нашем новом спектакле, который называется «История одной снежинки». Вот, пьеса написана драматургом Владимиром Аношкиным, с которым мы тесно сотрудничаем. Держитесь, ребята, Новый год не за горами.